Погода с каждым днем становится все лучше и лучше, и многие бегут проводить свое свободное время около озер, рек и водоемов. Но знаете ли вы, что скрывают эти воды? В этом нам помогут разобраться дайверы. Гора новостей на Жуковском озере, где проходит учебная подготовка у дайверов. Они достают разнообразный мусор из озера, тем самым очищая его, и делают это место для купания более безопасным. Также нужно быть осторожным с водорослями. Вот вам несколько советов, как избежать неприятных ситуаций. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Ну а подробнее об этом вам расскажет сотрудник аварийно-спасательной службы. Расскажите, что самое необычное вы находили под водой? Такого необычного прям ничего не было. В основном очки, часы теряют, цепочки золотые. Соответственно, это все находится во время чистки пляжа, подготовки к купальному сезону. И всякие украшения мы сдаем сотрудникам полиции. А как часто у вас проходят такие вот подготовки? Каждый месяц у нас идут тренировочные спуски постоянно, потому что мы должны поддерживать свою квалификацию, быть всегда готовы, всегда что-то новое изучать, узнавать, пробовать это на местах уже. Что чаще всего из опасных предметов встречается под водой? Чаще всего это разбитые бутылки, стекла. Бывает где-то арматуру воткнутые кто-то кинул. Или зимой, когда рыбаки ломом рубят, чтобы порыбачить, у них лом туда уходит, в итоге он втыкается. И не дай бог, летом человек нырнет и на этот лом попадет. Купайтесь на официальных пляжах, потому что на всех этих пляжах работают водолазы. Они дно полностью чистят. Всегда, когда уходите купаться, не оставляйте мусор, не выкидывайте в воду. Относитесь бережно к окружающей природе. Ведь вам же потом приходить на этот пляж снова купаться. И кому приятно будет в этой грязи купаться. Вот скоро начинается купальный сезон. Давайте напомним людям, как лучше себя вести в воде. Самое главное – это не баловаться в воде. Если дети купаются, чтобы были под присмотром взрослых, не заплывали на глубину, в незнакомых местах не ныряли, купались только на официальных пляжах, где присутствуют взрослые, присутствуют спасатели. Профессия дайвера считается одной из самых опасных в мире, после космонавтов, поэтому они должны соблюдать элементарные правила. Например, за 2 часа до погружения они не должны есть и пить. Также дайверам нужно надевать специальную экипировку, которая подразделяется на летнюю и зимнюю. Она отличается только толщиной ткани. Дайвинг интересен не только тем, что можно изучать подводный мир, но и тем, что можно найти много интересного под водой, начиная от старых ботинок и консервных банок и заканчивая золотыми слитками. А вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным? Горе новостей удалось лично наблюдать за тем, как дайверы готовят водоемы к пляжному сезону. Работы у них немало, но они это делают во благо наших с вами каникул. Даже около озер нужно соблюдать некоторые элементарные правила, чтобы ваш отдых прошел без происшествий. Теперь вы знаете, как правильно обезопасить ваш досуг. Камила Загрединова, Альмира Ахунова. Специально для Горы новостей.